Они покидают турнир. Сборная Аргентины, сборная Португалии отправляются домой. Такой футбол на Якутия-24. Я Андрей Погорелов, и мы говорим только о футболе. Сегодня рядом со мной эксперт-аналитик Никифор Иванов. Никифор, приветствую. Вот в первых матчах стадии 1/8 финала стали уже известны первые четвертьфиналисты. Да? Сборная Франции обыграла Аргентину со счетом 4-3. Это был сверхрезультативный матч. А вот во втором матче 2 гола Кавани отправили Португалию домой. Сейчас мы уже счет знаем, но вот перед тем, как встречи еще не состоялись, кто был фаворитами в этих встречах? Изначально для меня фаворитом была сборная Франции, потому что по сравнению с сборной Аргентины, мне кажется, исполнители у французов просто великолепные. Они, каждый из игроков, кто вышел на поле, они играют в топ-клубах. Да, что нельзя сказать у сборной Аргентины, как бы это не звучало, да, странно. Скамейка получше будет у сборной Франции. Ну и вообще сама по себе идея Хорхе Сампаули играть, все играйте как Месси и все играйте на Месси, это, мне кажется, с самого начала была самоубийственная идея какая-то, да, и рисунок игры Аргентины совершенно непонятный. Высокая оборона, которая никакого смыслового подтекста не имеет, потому что никакого прессинга нет, никакой компактности нет. И с такими игроками, как Агуэро и Игуаин, которых можно мариновать на скамейке, это совершенно неправильно. Я считаю, что забросы на Павона и Ди Марию, который выполнял Месси, это не та игра, которую ждали от сборной Аргентины. Плюс Месси вышел в центр форварда, но играл очень глубоко. Совершенно непонятная игра, невнятная, и Франция обыграла по делу. Хотя и сборная Аргентины забила 3 гола, но, как оказывается, 3 гола недостаточно, чтобы пройти в следующий этап. Ну, матч был действительно сверхрезультативный, он побил тоже определенные рекорды мировых чемпионатов. А вот во второй паре, какие прогнозы были перед матчем? Португалия все-таки имела больше шансов выиграть Уругвай? Либо же здесь склонность была, что и та может команда победить? Скорее здесь был вопрос о том, как настроиться Криштиану Роналду, потому что Португалия, так же как и Аргентина, это команда одного игрока, по моему мнению, да? И от настроя Роналду очень много всего зависело, когда сборная Испании в 11 человек забили 3 гола, а Роналду ответил 3 голами, да? Все зависело сильно от его настроя. Он, видимо, не настроился на матч и не поймал именно вот этот кураж, который, если поймать, то его не остановить уже. Ну и плюс позиционные ошибки защитников. 2 гола, 2 позиционные ошибки. Это все. Ну, возвращаясь к матчу Франция-Аргентина, лучшим игроком стал Мбаппе. Совершил просто, наверное, умопомрачительный забег. Он будет во всех, наверное, заголовках, да, как 19-летний парень смог совершить, заработал пенальти, да, стал лучшим игроком, при этом еще и сам 2 гола забил. Да. Вот был пенальти, вот, по вашему мнению, или не было? Век видеоповторов стоит вопрос о том, что был пенальти или не был, сейчас не имеет значения. Действительно, да, пенальти был, по моему мнению. Еще до начала контакта защитник начал оттеснять Мбаппе. И потом уже акцентированное движение рукой сделал, которое просто судья даже не стал смотреть повтором, просто был уверен, что это пенальти. И я, да, тоже считаю, что это был пенальти. Ну вот у французов игра и команда, состав более сбалансированный, нежели чем у Аргентины, где вот все пытались играть через Месси, ни одна атака практически без его участия не обходилась. Да? А вот давайте вспомним первый гол Аргентины, когда Франция в обороне, в принципе, весь матч играла достаточно слаженно, но гол забил Ди Мария, который оказался один вокруг него, в радиусе 10 метров практически не было ни защитников, ни полузащитников. Как так получилось? Ну, супер внимание, конечно, уделялось Месси, потому что главная опасность все-таки сборной Аргентины – это Месси. То, что Ди Мария оказался с мячом, если смотреть вообще по игровому рисунку, это позиция Месси. Такой гол должен был забить на Лионель. Но забил Ди Мария, ударил на удачу, как я думаю. Хотя, в принципе, он такие голы забивал все время. Ударил на удачу, попал, гол красивый, да. Как-то они воспряли духом после этого гола, но
закончилось все так, как закончилось. Чуть позже Аргентина повела в счете, да, гол с рикошетом, если так можно сказать, да, забили. Чего им не хватило, чтобы удержать вот этот вот счет победный, хотя бы, может быть, до ничьей? Французы потом практически в течение 4 минут отыгрались и повели вперед. За 4 минуты 2 гола забили. Не хватило, наверное, концентрации, потому что все-таки Франция отдала мяч Аргентине, да? Аргентина много владела мячом, с высокой обороной играли, ну, тут просто быстроногие Гризман и Мбаппе, они решили просто вопрос. Идет передача на Месси, идет обрез, да, просто обратная передачка, все, и гол. Угу. Ну вот, а как вообще можно характеризовать те действия судьи в этом матче? Не испортил он игры? Не был ли он там заметен чересчур? Знаете, по поводу судейства вообще на чемпионатах мира я всегда относился к этому немного скептически, потому что кто судит чемпионаты мира? Это арбитры из Норвегии, да, арбитры из Сенегала, Ирана. При всем уважении, они работают не в топ-чемпионатах, да, они не работают с такими игроками, как Роналду, Месси, вот, в рамках чемпионата, да, и, соответственно, ставился вопрос вообще о компетенции таких людей, о том, смогут ли они справиться со своими нервами, потому что любой судья, это же в первую очередь человек, да, когда ты работаешь в Иране и видишь потом живого Месси, нужно самообладание иметь очень высокое, да, но судья отработал очень хорошо, игра очень жесткая была, возможно, он дал чуть больше карточек, чем было положено, а возможно, именно это позволило ему не упустить нити игры, да, из рук, и игра не превратилась просто в массовую драку. Хотя были, конечно, эпизоды, и хвала всей команде арбитров, которые смогли с этой игрой справиться. И я считаю, что судейство иранского судьи было на достаточно высоком уровне. Ну, действительно, в социальных сетях была такая информация после первого круга, что один из арбитров якобы попросил футболку одного из знаменитых футболистов как раз-таки. Потом вроде бы арбитрский штаб ФИФА опроверг эту информацию, но на самом деле было ли оно так или нет. Это вот действительно тот момент, когда они не видят таких игроков только по телевизору, приезжают судить, и здесь такая ситуация, как бы не допустить ошибки. Но по моему мнению, вчера арбитр тоже справился на все 100%, никаких сомнений, даже что удивило, он не стал смотреть видеоповтор пенальти, он был на 100% уверен, что он был и другого не было. Вот соперником Франции в четвертьфинале будет сборная Уругвая. Да, дубль Кавани отправил Португалию домой. Вот как этот матч, Никифор, можете прокомментировать? Невнятная игра в центре поля сборной Португалии. 2 позиционных ошибки, 2 гола Кавани, которого, мне кажется, он все-таки недооценивают. Очень много внимания уделяют Суаресу. Суарес суперзвезда, он играет в Барселоне. Кавани, он как был в ПСЖ на втором плане, так и остался, да, после прихода Неймара, даже после ухода Златана. Вот. Но Кавани это игрок высшего мастерства, да, он суперфорвард. Манера его игры оказывается в том месте, где нужно, плюс позиционные ошибки. Ну, это все решило. К сожалению, Роналду на матч не смог собраться, как мне показалось, да, вот это вот с фланга в центре пробить его, ну, не прокатило. Угу. Ну, к сожалению, для болельщиков и для самих игроков и тренерского штаба сборной Уругвая Кавани во втором тайме получил травму и был заменен. Возможно, да, он не выйдет в игре во встрече с Францией, да. Но даже если не брать во внимание этот момент, выйдет он или не выйдет на поле, вот каковы ваши прогнозы вообще относительно той игры, кто фаворит, Франция или Уругвай? Как было сказано, вне зависимости от того, выйдет Кавани или не выйдет, сборная Франции все равно, мне кажется, обыграет сборную Уругвая, потому что если сейчас французы продолжат играть с тем же рисунком игры, который... А способны ли они, кстати, продолжать еще вот ближайшие матчи? Четвертьфинал, полуфинал? Я думаю, да, потому что идеи тренера им понятны, атмосфера в сборной прекрасная. Я думаю, они, мне кажется, даже до финала дойдут. Если вот эта игра, вчерашняя игра, это та игра, которую нам собирается показать сборная Франции, дальше вот на финальных стадиях турнира, то я думаю, они дойдут даже до финала. Ну, у них в матче с Уругваем будут определенные перестановки. Блес Матьюиди получил вторую желтую карточку, и, к сожалению, это центр полузащиты.
его будет вынужден заменить тренер, да, и, возможно, игра немного пойдет по-другому, но я думаю, что у них скамейка достаточно хорошая, и думаю, они, наверное, не заметят этой потери, да. Вот давайте перейдем к сегодняшним матчам. Сегодня будут сыграны также два матча 1/8 финала: Испания-Россия, Хорватия-Дания. Вот в последней встрече, это Хорватия-Дания, букмекеры безоговорочно отдают победу хорватам. Вот какие здесь прогнозы на этот матч? Я совершенно согласен с букмекерами. Действительно считаю, что Хорватия выиграет матч просто за счет исполнителей, которые они имеют у себя. Да? Дания очень крепкая команда, которая попала на чемпионат мира, не скажем, что случайно, но показав хоть что-то, да, на групповом этапе. Ну, посмотрим. В принципе, Дания крепкий орешек, и Хорватия, если их обыграет, то я думаю, что с минимальным счетом. Я не думаю, что будет разгромный счет 3-0. Можно ли вот применить к этим двум командам то, что Хорватия это креативная команда, а все-таки сборная Дании это прагматичная команда, которая играет вот по одной программе определенной, у них также нет звезд? Ну, когда ты играешь с такими сборными, как Франция, то играть в непрагматичный футбол это очень тяжело. Потому что они будут играть по счету, если им повезет, они забьют гол. И, возможно, они просто потом забетонируют свою оборону. Я думаю, Хорватия, она в силу класса своих исполнителей, тем не менее, с ними справится. Хоть и тяжело, возможно, будет, но они с ними справятся. Ну, пожалуй, к главному матчу сегодняшнего дня в 11 часов Испания-Россия. Испания, конечно, грозная команда, но у нас есть свое оружие. Денис Черышев, который выходец из Испании, да, который прошел всю школу испанского футбола. И это будет, пожалуй, его плюсом. Да? Он знает, как играть против испанцев. За счет чего наша сборная может обыграть Испанию? За счет, скажем, так, спортивной злости, да, в правильном плане, потому что как настроение меняется в нашей стране в отношении к футболистам, это, конечно, вызывает смех и удивление, потому что когда люди обыгрывают такие команды, как Саудовская Аравия и Египет, потом проигрывают Уругваю, чаша весов качается из одной стороны в другую. Причем сильно? Достаточно сильно, пик да. Там, потом пик внизу. Сейчас тот человек, который сможет помочь сборной России хоть что-то показать против Испании, действительно Денис Черышев, который прекрасно знает испанский футбол, который в том числе хорошо владеет испанским языком. Да? И вот он по-спортивному злой. Да? Он очень заряжен на борьбу, заряжен показать результат, потому что в Испании он себя, к сожалению, не показал. За Реал он уже точно играть не будет. В Вильяреале он тоже занимает не самые ведущие позиции. И это его шанс, вот этот чемпионат мира, показать, что он не просто так оказался в Академии Реала, не просто так пару матчей за Реал сыграл. Сейчас я считаю, что для Станислава Саламовича сейчас очень важно правильно выбрать форварда. Да, у нас два форварда, это Дзюба и Смолов. Они очень разноплановые. И по игре, скорее всего, Испания будет владеть мячом. Что нашим остается на контратаке. Да. Смолов больше подходит, конечно, под такой стиль игры. Но он не показывает той игры, наверное, которую от него ждали. Да, он не показывает того уровня, потому что столько хайпа, сколько он поймал перед чемпионатом мира, это, конечно, все равно давит. Да, потому что его просто как суперзвезду какую-то преподносили, а по факту оказалось, что он сейчас сидит на скамейке. Да, и выходит Дзюба, который играет за Тульский Арсенал, если не ошибаюсь. Вот. И посмотрим. И, возможно, можно провести аналогию также с игры Франции с Аргентиной, где Франция тоже перебегала, растянула Аргентину. Да? Не знаю, смогут ли наши перебегать испанцев, смогут ли они их растянуть. Ну, я очень надеюсь, что что-то они покажут. Я не могу сказать, что я думаю, что сборная России обыграет сборную Испании при всей моей любви к моей сборной, да, и к моей стране. Но, к сожалению, я считаю, что шансов наших очень и очень мало. Но если даже проиграют, точно не проиграют с разгромным счетом. Так считаю. Ну вот Денис Черышев, один из лидеров нашей команды. Мы продолжаем беседу именно о нем. Давайте вспомним, как он попал в основу нашей сборной именно на уже этом чемпионате. Травму получил Алан Загоев. И он вышел вынужденно и стал ключевым игроком. Вот
Теперь Станислав Черчесов уберет его или нет? Потому что, насколько известно, все игроки, кроме Смольникова, который получил красную карточку в предыдущем матче, способны выйти на поле. Либо же Станислав Черчесов вернется к той схеме с Дзагоевым. Я думаю, убирать Черышева это глупо, потому что Алан, хоть при всем его мастерстве, он пропустил весь групповой этап. Да? Черышев заряжен на борьбу, заряжен на футбол. Посмотрим. В принципе, не знаю, как их можно вместе сочетать. Едва ли это получится. Такие, скажем так, эксперименты ставить при игре в 1/8 финала. Впервые в российской истории, когда сборная России вышла в 1/8 финала. Вот. Кстати, какие-то эксперименты, я думаю, не будет. Убирать Черышева, ставить Дзагоева, я думаю, едва ли Черчесов встанет, потому что я считаю, что неправильно. Ну вот матч с Уругваем показал, что перестановки, которые были в составе, они не пошли нам на пользу. Да? Мы играли немного в другой футбол, который мы, наверное, раньше играли, и чего вот болельщики после той игры сказали, что мы опять вернулись к тому футболу, в котором мы всегда играли. Да? Первые две игры были, они не похожи на наш стиль. И вот стоит ли ожидать от сборной России вот той же игры, которую мы показывали первые два матча? Понятно, что здесь соперник все-таки сильнее, но мы не должны, на мой взгляд, опять играть через защиту, через оборону, как это обычно. Вот в матче с Уругваем за счет этого мы и пропустили первый гол. Да. Как я и говорил, перебегать сборную Испании вряд ли получится, но наши бегунки, они должны свое дело делать. И единственное, что остается сборной России, это контратаки. Ты хочешь, не хочешь, с испанцами по-другому играть нельзя. Но на групповом этапе мы увидели, что с испанцами играть можно, в принципе, да. Испанцы, в принципе, не показывают сейчас каких-то сверхвысоких достижений. Как и Франция, да, которая начала групповой этап не очень внятно. Но сейчас зато мы видели, да, вчера, чем закончилось. Зато у них сейчас не языки на плечах, да, в финальной стадии. Они сохранили силы, они сохранили свежесть, идей в том числе. Да? Сборная Испании, я думаю, только если, знаете, как бы это не звучало, Пике и Рамос, которые уже не молодые, да, которые не такие динамичные, как хотелось бы, наверное, Фернандо Йера, они вот за счет как игры против них, как-то их обкатать их как-то, да, перебегать, если вот, только за счет этого, если постараться, попытаться, я, конечно, буду болеть за нашу сборную сегодня вечером. Есть интересный факт. Сборная Испании 5-й раз в истории встретится с командой-хозяйкой чемпионата мира. И до этого 4 предыдущих матча они ни разу не выигрывали. И сам тренер Фернандо Йера участвовал как игрок в одном из таких матчей. Поможет ли нам этот факт вообще? Очень интересный факт. Очень надеюсь, что он нам поможет. Потому что проклятие чемпионов мира, да, которое преследует, да, оно сбылось. И надеемся, что тот факт, о котором вы сказали, он также сыграет свою какую-то, скажем так, сакральную, мистическую роль в этом матче. Вот, ну, посмотрим. Ну что ж, сегодня в 11 часов все вместе болеем за Россию и ждем только хорошей игры от нашей сборной.